Меня зовут Каспирович Алексей. Я работаю программистом сварочного робота на белорусско-швейцарском предприятии по производству железнодорожного подвижного состава. Я встаю в 5 часов утра, добираюсь из Минска в Фаниполь, так как моя смена начинается в 6:50 утра. Это достаточно рано. Мой рабочий день начинается с того, что я обхожу операторов, которые работают на сварочных роботах, уточняю у них, есть ли у них какие-то проблемы с программами, были ли проблемы с параметрами. Если есть какие-то ошибки, мы их устраняем. Если есть необходимость создания новых программ, то совместно с отделом главного сварщика мы создаем план последовательной сварки, я приступаю к созданию программы. То есть непосредственно управляю роботом с пульта, я задаю направление для робота, ввожу нужные параметры для сварки, и оператор может использовать эту программу уже в работе. Перед началом работы я должен проверить калибровку робота, чтобы убедиться, что его позиционирование правильное. Я прихожу к контрольной точке, и если они соответствуют, то я буду уверен, что сварка будет качественной. Робот варит очень большие, очень длинные швы, большой протяженности, и человеку это физически не подсильно. Он будет долго уставать, это монотонная работа, и человек не достигнет такого качества, которое достигает робот. Он может заварить 10 метров и не ошибиться, не устать. Он не требует обеда, еды, зарплаты, он просто работает. Вся сварка у нас происходит при помощи лазерной камеры. Она позволяет достичь на большой точности. Недавно у нас был день открытых дверей. Нам надо придумать что-нибудь интересное с роботами. Мы решили, чтобы роботы у нас рисовали. К сварочной горелке мы привязали маркер, и робот двигался по листу, рисовал 3 рисунка детских. Ребенок мог выбрать любой рисунок, запустить его и получить подарок как раскраску. В детстве очень много путешествовали на поездах, и они были достаточно старые. Сейчас на нашем предприятии я вижу, что они большие, красивые, новые, очень быстрые, и это очень нравится. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.